12 апреля сего года мэрия города Бишкек заявила о намерении демонтировать все незаконные объекты недвижимости в парке Ататюрк и восстановить его в пределах первоначальных границ. 92 жылы 107 гектар болгон болсо 107 гектар чек арасы менен биз бекиттик. Ошол чечимдин алкагында 124 мэриянын жана мамлекеттик администрациялардын чечимдери жокко чыгарылган. Ошондо бизде мыйзамсыз болуп эсептелген курулуштар бул 198-ди түзөт. Мэрия потребовала от собственников домов в парковой зоне в течение 30 дней освободить занятую территорию. 2 апрелде чыккан токтомдон кийин бул үйдүн жашоочуларында мындай бир биринчи кезекте тынчтык жок. Анын үстүнө удургутуп эле бул жерде ушундай көпөстөр жашайт экен, бул жерде ушундай коррупционерлер жашайт экен, бул жерде ушундайлар деп элди бириге карамак коюу мүмкүнчүлүктөр ушундай болду да. Мы, например, эту квартиру брали ради здоровья. У нас ребенок больной, у меня внук. Чтобы для благополучия ребенка, чтобы воздух, что действительно не мешает. Но надо тоже о людях думать. Так нельзя. Это в первую очередь должны были мэру вопрос задать. Почему до его предшественники подписывали вот эти законы. Бишкек архив. Пусть они все отвечают за это. Почему должны простой народ за это страдать? У нас дети купили квартиру в 2017 году здесь. Да, работают за границей. Да? Если бы здесь не было законодательно оформлено, да, без разрешительных документов решения суда, не было бы красной книги, мы бы здесь не рассматривали. Но исходя из того, что у нас дети, 5 детей, да, и тут приходит такое постановление, чтобы освободить это. Сиңдим 10 жылдан ашык иштеп жүрөт талада, эптеп ушу таманакы маңдай тер менен тапкан тыйын эле. Аларда акчасы жетпей да калып, карызданып, досторунан, туугандарынан алган. Ошон үчүн оформлять этерде бул үйдү келе албай да калган. Айка барып үйдү оформлять этип келгичекте жумушуман ажырап калам деп. Өзгөчө ошо үйдү аларда эң негизгиси ошо кызыл китепти карагыла, бар бекен, жок бекен деп айтты эле. Анан биз бу жерден келип сураштырып неме алганда кызыл китеби бар экен. Эл бу жерде 8 жылдан бери жашайт экен. Бу жерден төрөлгөн уже балдар бар экен, көп балалуу семьялар бар экен. Көбүнчө карапайым эл да бу жерде жашагандар. Чтобы здесь купить квартиру, я продал свою 5-комнатную на Дзержинке. Мне нужно было на 1-м этаже и возле парка, потому что у меня дочка младшая инвалид с детства, вот, чтобы легче было выносить. На госслужбе никогда не работал, взяток мне никто не давал, членом УПГ никогда не состоял. Вот. Такая же история, как у всех остальных. В Конституции Кыргызстана четко прописано: собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества, а право наследования гарантируется. Само по себе то, что их имущество было зарегистрировано в госрегистре, закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, там 30 статья есть, государство с момента регистрации их прав, оно обязано обеспечивать их защиту. Это, в принципе, все прописано в Конституции, во всех законах, но почему-то мэрия все это на сегодняшний день не видит и топорным методом идет. Земельный кодекс, особенно проходил в законодательном собрании очень по каждой статье, и вот 66-й статьей, почему я помню наизусть, потому что я в редакции сам до каждой запятой принимал участие. Почему? Потому что там нельзя толковать ни направо, ни налево. Только так. Там даже есть такая, как говорится, 6-я статья, в которой написано: не государство, муниципальный собственник, то есть муниципалитет не имеет права вмешиваться на землю, которая дана была частникам. Все железно. Это политическое такое. Ты не вмешивайся. Ты отдал красникам, все, не вмешивайся. Теперь он должен вмешаться только его целевое использование. Для строительства дома, или завода, или сельского хозяйства. Это другой вопрос. Но владелец остается тот же. Да, да. Эти многоквартирные дома в парке Ататюрк были построены в период с 2011 по 2015 годы и на период строительства имели все разрешительные документы.
мынакей кызыл китебибиз мына 2007-жылы чыккан. Мынакей строительный компания, мына постановление номер 1179 менен строительный компанияга берген. 2005-жылы постановленияны кол коюп беришкен. Биз деле эли катар эле ушинтип документтердин баарын текшерип, ушул жактан 3-чү покупатель болуп атабыз. Менин квартирам элдин баары эле ойлогондой бай аябай жашайт деген менин квартирам вообще эле бир однокомнатный эле да, бул үйдөчү. Чакан эле, то есть комментарий жазгандар вообще туура эмес да, ошолорду окугандарын, жазгандарын окуп алып, аябай таң калып атабыз да баардыгыбызчы. Мындай негатив болуп атат да аябай элечи. У нас документы регистрировались в госрегистре, понимаете? Как так можно взять и аннулировать документы, которые выдавал государственный орган? Если мэрия в свое время не сделала каких-то отметок в границах парка, то это как бы это проблемы мэрии, да, а не людей, которые купили. Тем более, даже если эти документы, в частности на наш дом, на другие дома, когда-то выдавались там, как мэрия говорит, там незаконно, то мы же 3-й, 4-й, 5-й владельцы. То есть мы уже просто обычные честные люди, которые взяли и купили это все. Люди, наверное, я не знаю, годами, 10 лет, 20 лет, наверное, кто-то в России работал, все свои кровно отдал, дом построил, у него хотят дом забрать, да. Я не знаю, у человека там приступ может случиться или еще что. Кто за это будет в ответе, да? Естественно, те лица, которые просылают такие уведомления, лица, которые выносят такие постановления. В данном случае, в части изыскания морального вреда, конечно, это уже остается право этих жильцов в обращении в суд. Ожесточенные споры вокруг парка Ататюрк развернулись и в стенах парламента. А жерде бүгүнкү күндө канча үй курулду, канча жараныбыз жашап атат. Ошо сизге чейин болгон мэрлердин шалакылыгы мененби, же өкмөттүкүнбү? Бирок ошол жерлер берилди да. Алардын кызыл китептери бар. Аларга уруксат берилген курууга. Курушту, сатышты, элдерибиз жашап атат. Мына мен силерге бир эле мисалды келтирип кетейин. Мына Ихлас курган үй. 280 квартира турабы? Ошол мындай айтканда карапайым эл сатып алган, ошончу. Баягы премиум класс эмес, эконом класста үйлөр ошолорчу. Булардын тагдыры эмне болот? Бүгүнкү күндө биз тиешелүү билдирүүлөрдү бердик. Ал билдирүүдө биз биринчиден бул курулуштардын баары мыйзамсыз экенин билдирүү кылып, андан сырткары ошо мамлекетке, муниципалитетке мындай өз ыктыяры менен өткөрүп берүү маселесин койгонбуз. Сиз эми чечимди чыгарып койдуңуз. Туурабы? Экинчи кадамыңыз кандай? Билдирүү, снос жана башка кадамдар. Кантип снос кыласыз, мен түшүнбөй атам. Кантип снос кыласыз? Сиз айтып атасыз, мыйзамсыз болгон депчи. Мурунку мэрлер мыйзамдуу болгон деп атышат. Кантип, мен түшүнбөйм мен. Сиз айтып атпайсызбы, границаларын өзгөртүлгөн жок. Туура алардын катасы. Бизде бир эле максат бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту сактап, ордуна алып келүү. Түшүнүп турам. Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңызчы мына. Мыйзам деп атып, мына анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон. Элдин тагдырында караганга биз даярбыз. Албетте, эгер мыйзамга каршы келбесе, алда маселени баарына чыгабыз. Айбек мырза, эми бардыгыбызда күнөө бар чында. Мен бир эле нерсени силерден суранып атканым, элдин тагдыры менен ойношпойлу да. Буга чейинки ар кандай бийлик өкүлдөрү, мэрлер келген, ошол эле мыйзамдуу кылып кызыл китептерин берген, токтомдорун чыгарып берген. Баягы юридикалда сөз бар го, закон обратной силы не имеет депчи. Ошон үчүн ошондой кызыл китеби бар, жогорку соттон да утуп алган чечимдери бар экен. Ошолордун баардыгын эске аласыздар деп ойлойм. Себеби дегенде кийин дагы 10-20 жылдан кийин дагы бир курулуштар келип ушундай экен деген нерсе болбош керек да. Бизде мамлекет, мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин мамлекет чечим чыгарып бердиби, кызыл китебин бердиби, ошонун негизине таянып, элдер дагы ошого ынаныш керекпиз да. Анан кийинки бийлик келип мындай кылды, анан кийинкиси мындай болот деген сөздү токтотушсак жакшы болмок да. Себеби чын эле азыр Айбек мырза өзүңүз деле көрүп атасыз, мына чын эле элдерибиз мындай үркүп, коркуп да калды да. 198 незаконное строительство дедиңиз.
ушунча объект бар, алардын баарында кызыл китеби барбы, жокпу? Аз 100% маалымат так бере албайм сизге. Эгер эметсе, расмий түрдө мен сизге жөнөтөйүн жогун. Анан 198 биз бүгүнкү күндө кызыл китеби бар болгону менен 124 чечимди жокко чыгарганбыз. Эми парковый зонада деген курулуш жүрбөш керек, ошондуктан бул курулуштардын баары мыйзамсыз болуп табылган. Түшүнүктүү. Аны ким таптı? Сот таптыбы же силер өзүңөр чечиңер? Биздин бүгүнкү белгиленген чек араны белгиленген токтоо менен таптык. Мэриянын токтоо. Эми албетте 198 незаконное строительство деп атасыңар. Мен бир аз перефразировать этилем да, незаконное строительство эмес, незаконно выдано разрешительных документов. Кандай дейсиңер? Анткени жарандар берген рухсаттама документтердин негизинде курат да. Демек алардын баардык документтери бар. Бирок жыйынтыгында утулган акыркы ошол покупатель жөнөкөй жарандар болот атпайбы? Алар жүздөп, миңдеп саналат бүгүнкү күнү. Аларды дагы бир тараптуу эмес, аларды эки тараптуу караш керек. Мына прокуратура органдары турасыңар, алардын да конституциялык укугу бар. Бир учур келет, балким сиздин аракетиңизде мыйзамсыз злоупотребление, превышение деп чыгар. Анда кандай дейсиз? Ал эми бүгүн мыйзам менен кетсеңиз, сиз жаңылышпайсыз. Серии постановлений о выделении земли по строительству в парке Ататюрк подписывались такими градоначальниками, как Керим Кулов, Арсланбек Нугоев, Данияр Усенов, Нариман Тулеев и Иса Өмүркулов. Более того, строительство этих многоэтажных домов проводилось с одобрения Бишкек архитектуры, экспертизы госстроя, экотехинспекции и заверялось государственной регистрационной службой. Никто из них так и не понес наказание. Сегодня мэрия перекладывает ответственность на добросовестных покупателей. Хотя было бы логично начинать с первоначальных владельцев, считавшихся в то время элитой Кыргызстана, получивших эти участки безвозмездно. У всех чиновников был свой личный интерес. Например, Госстрой – это та организация, которая дает экспертное заключение на возможности этого земельного участка и возможности строительства на нем капитальных строений. Но в 2001 году Госстрой возглавлял Бишимбек Булутбеков. В 2002 года Анвар Турсунов, которые сами получили эти земельные участки в парке имени Ататюрка. Кроме этого, например, брат Анвара Турсуна Хамдамбаев также получает земельный участок в этом парке. Но одно дело начертить границы и дать разрешение на строительство, совсем другое – узаконить участок как частную собственность, если он получен с нарушением законодательства. Но если в парке Ататюрк получают земельные участки сам бывший на тот момент директор Госрегистра Кыргызской Республики Карачалов, председатель Госимущества Турдумамбетов, то вполне можно сделать выводы, что это личная заинтересованность, что это конфликт интересов и, проще говоря, коррупция. Бороться с незаконным выделением земли входит в непосредственные обязанности прокуратуры. В середине 2000-х годов проводить расследование по Ататюрку было поручено заместителю генпрокурора Галине Пугачевой. Но ощутимых результатов она так и не добилась. Бездействие прокуратуры можно объяснить только одним. Тем, что в списках получивших земельные участки в парке имени Ататюрка значатся прокурорские работники. Например, генпрокурор Республики Шаршеналиев Асанбек, зам генерального прокурора Галина Пугачева, зам генерального прокурора Макешев Джумадыл, прокурор города Бишкек Кутуев, а также Гулюмкан Мамакеева. Она не сотрудник прокуратуры, но она жена генерального прокурора Азимбека Бекназарова. И это далеко не полный список людей из прокуратуры. Суды реагировали по-разному. Но как дело доходило до Верховного суда, владельцы особняков выигрывали. И это тоже можно объяснить. В списке тех, кто получили земельные участки в парке имени Ататюрка, значится председатель Верховного суда Киргизской Республики Курманбек Усмонов. Также необходимо отметить роль законодательного органа нашей страны. Среди тех, кто получили земельные участки, были и наши народные избранники.
Вот далеко не полный список людей, получивших земельные участки в парке Ататюрк. Среди них сотрудники аппарата президента и депутаты Джугурку Кенеша Кыргызской республики различных созывов. Чиновники, занимавшие высокие государственные посты, и их ближайшие родственники. Работники силовых структур и служители Фемиды. Представители самых разных государственных органов. Сегодняшняя инициатива мэрии – это далеко не первая попытка вернуть земли парка Ататюрк. В 2008 году президент Курманбек Бакиев поручил мэру Бишкека Нариману Тулееву снести все незаконные строения. Дело закончилось судами, где мэрия не смогла восстановить прежние границы парка. Напротив, территория парка только уменьшилась. И как выяснилось позднее, один из участков перешел в собственность Ташполоту Тулееву, отцу градоначальника. Позже эстафету перенял следующий мэр. При Омуркулове, помнится, очень часто показывали роли, в котором государственные муниципальные службы сносят вот именно вот это здание, так как мэр и президент посчитали, что это незаконная постройка. Но вот прошло несколько лет, постройка до сих пор стоит, как символ того, что в нашей стране и в нашем городе законы не работают. Этот особняк, со сносом которого не справился ни один мэр. На дворе 2024 год, и этот дом может считаться памятником коррупции. Единственное, что тогда удалось сделать мэрии, это отобрать конно-спортивную школу, в которой занимались спортсмены и дети с ДЦП. Я думаю, просто каждый мэр приходил, пугал, брал за это мзду и уходил. Пришел такой Исау Муркулов, мэр. Здесь, значит, он громко заявил, что снесет все особняки здесь, в парке. И снес конно-спортивную школу. Не просто снес, ограбил, вывез контейнера. Имущество у нас вывез в контейнерах на 30 тысяч долларов. Ничего нам не компенсировалось. Также в бытность мэром Исыу Муркулова началось строительство 3 многоэтажных домов компании «Ихлас». Сегодня там проживает 280 семей, а это не менее 1000 человек. Вон там, за моей спиной, находится недавно построенный парк Энтемак. А вот здесь единственный незастроенный участок этого парка. И на первый взгляд его легко вернуть в прежние границы. По поводу второй волны выдачи земельных участков, я бы сказала, что там же еще практически мало что построено. Да? Люди уже побоялись, потому что уже начался шум, гам, да? Были возбуждены уголовные дела. Бурбуков от страха съел свое постановление, да, и здесь же можно по-другому работать, правильно? Если ничего не построено, ну просто отмените то постановление, 412, по-моему, и все. В 2006 году Октябрьская райадминистрация выдала земельные участки в южной части парка. 31 декабря 2007 года она же попыталась отменить собственное постановление, но спустя 2 недели проиграла иск в городском суде. Среди тех, кто тогда безвозмездно получил земельные участки, Исаев Нурбек, судья Чуйского областного суда, министр образования Мустафа Кидабаев, Бешембек Болотбеков, губернатор Таласской области, депутаты Джугурку Кенеша, Рашид Тагаев, Арзбек Бурканов, Сайдулло Нышанов и многие другие далеко не простые люди. В некоторых случаях сведения о первоначальном собственнике полностью отсутствуют, а это может означать незаконные правки данных госрегистра, что указывает на коррупцию. Кроме того, пройдя межрайонные и городские суды в 2008 и 2010 годах, первоначальные владельцы были осведомлены о проблемах своих земельных участков и предпочли их быстрее перепродать. А в результате сегодня страдают добросовестные покупатели. В 90-е годы, по-моему, мэрия сама выделяет частную собственность, закрепляет это регистрирует в госрегистре, это 90-е годы. И вдруг они очнулись через 30 лет, да, или через 25 лет и решили, ой, нет, оказывается, там не надо было так делать. Ну, здесь вина жильцов какая? Если человек купил через 20 лет, когда все узаконено, госрегистра арестов нету, госрегистр регистрирует.
А то, что 90-е годы, это сами же госорганы, получается, виноваты, пусть в регрессном порядке с виновных лиц взыскивают ущерб, пусть оценивают. Это уже есть свои рычаги решения данного вопроса. Сегодня на территории парка Ататюрк находится мечеть, спортивный комплекс и Генеральная прокуратура. По соседству с ней возводится многоэтажное здание. А рядом расположился квартал многоэтажных домов, примыкающих к парку любви. Если закон един для всех, то все эти здания должны быть снесены. При этом госимущество выставляет на аукцион изъятый у Камчик-Кульбаева участок, вместо того, чтобы присоединить его к территории парка. В отношении 130 и так далее сил не хватит. Сил не хватит, и вряд ли там им будет компенсировать, вряд ли будет сносить, потому что, потому что если ты одну снесешь, ты не можешь других оставить. Или ты все убираешь, или... вокруг озера там 4-этажные гигантские такие построения построили. Там уже здание Генеральной прокуратуры, где находится, раньше его проектировали, не снесешь. Пока вопросов больше, чем ответов. Даже если все виновные будут привлечены к ответственности и парк вернется к границам 92 года, то как будет осуществляться компенсация нынешним добросовестным владельцам жилья? Шаардын мэри келгенде эле буга чейин да коркутуп алгансыздарбы билбейм, силер талкалап эле бузуп эле кирет экенсиңер да. Ошон үчүн альтернатива жагын караш керек. Сиз айттыңыз го жогоруда. Биз мэрия тараптан да карайбыз деп. Анда ошол компенсация кылып чыгарып бересиздерби же кандай кыласыздар? Бактыбек Каныбекович, мен азыр кийинки башка кадамдар боюнча маалымат толук бере албайм. Себеп дегенде биз азыр биринчи иретте мыйзамда көрсөтүлгөн кадамдар менен бартабыз. Мына биз айтып атпайм, токтом кабыл алынды. Токтомдо ар бир беренеде өзүбүздүн кадамыбызды так анык жазып кеткенбиз. Ошол кадамдар менен баратабыз. Вы знаете, ведь посягнули на то, чтобы восстановить законность, возвратить обратно и Бакиев. Он гулял, решил. Потом ему, наверное, подсказали, надо большие деньги. Если мэрия будет оплачивать, он будет банкротом, у меня не хватит денег. И он это остановил. Далее решил Атамбаев заняться этим вопросом. Тоже покрутились и поняли, все, дальше уже нельзя. Государству, мэрии нет этих денег на компенсацию. Да, я поддерживаю, лично я в самом начале сказал, политическое это правильное решение, но, извини, денег надо искать. Реально, если ушун үйдү бузуп туруп, мен парк курам десе, анда биздин мамлекетке абдан эле зыян келет. Себеби биздин конституцияда бар, мамлекетке керек жерди по рыночной стоимости сатып алат. И плюс еще мынакей биздин ремонтторубуз, биздин квартиранын стоимости. Пожалуйста, это минимум канча болуп кетери, это... Еще независимая оценка, да? Конечно, обязательно. Бирок жөнөкөй жарандар жабыркабаш керек да. Анан ыраттуулук керек. Бузуп туруп анан эме кылбастан, жанакы чыккыла дебестен биринчи ким берди бул жерди? Кайсы чиновниктер берди? Деп жазасын тартып, сот менен соттоп алады. Мына булар баары жазага тартылды деп. Андан кийин экинчи, үчүнчү этап менен алардын компенсация маселесин, аларга ошол кетирген каражаттарын толуктоо маселесин кароо менен биргеликте жүрсө, менимче алда канча адилеттүү болот да. Существует и другой способ решения проблемы, который пока не рассматривается мэрией. В мировой практике есть такое, что когда, например, человек хочет купить рядом с парковой зоной, я не говорю в парковой зоне, в мировой практике такого нету, как у нас, рядом с парковой зоной хотят купить квартиру, то для них это очень дорого. Это дорогая квартира, потому что стоимость квартиры зависит от того, какая окружающая среда. Если окружающая среда рядом с парком, то и стоимость квартиры намного выше. Кроме этого, там платится земельный налог. Земельный налог тоже очень высокий, потому что коэффициент расположения рядом с парком дает власти делать вот такие высокие налоги. Конечно,
Конечно, хорошо, что муниципалитет под давлением гражданского общества и СМИ обратил внимание на то, как 30 лет делили парк на доли, как апельсин. Однако настоящая справедливость заключается в том, чтобы в первую очередь привлечь и наказать тех, кто выдавал, и тех, кто безвозмездно получал земли на территории парка. А это высокопоставленные чиновники, высший истеблишмент того времени. С них и надо взыскивать ущерб. Ни в коем случае не должны пострадать добропорядочные покупатели, кто заработал на свое жилье потом и кровью. Тогда и люди поверят в истинные намерения властей бороться с коррупцией.